В этом году золотодобывающей промышленности республики исполнилось 90 лет. Одним из крупнейших предприятий в этой отрасли является «Алдан Золото». Наш корреспондент Александр Лысак посетил рабочие площадки компании в Алданском районе и узнал, что значит для золотодобытчиков хорошая ремонтная служба. Все профессии важны, все профессии нужны. В компании «Алдан Золото» на Куранахской золотоизвлекательной фабрике строго придерживаются этого правила. Здесь большое внимание уделяется ремонтной службе, в частности ремонтно-механической мастерской. Если сломалась какая-нибудь деталь, все обращаются туда. Здесь есть и маленькие заготовки, и полутораметровые болты. Ну, допустим, если взять по компании, по руднику, основные такие, это, которые детали мы восстанавливаем, это ковши экскаваторов, погрузчиков, стрелы погрузчиков, ленты гусеничные, ленивцы гидравлических экскаваторов. Ну и если взять, то много-много еще деталей. Это основные. В мастерской работают 17 человек, из них 7 молодые специалисты, но есть и ветераны производства, такие как фрезеровщик Сергей Глызин. Он работает в «Алдан Золото» уже 35 лет. Говоря о здоровой конкуренции с молодежью, Сергей Михайлович отмечает, это помогает в работе. В принципе-то, что в нашей работе конкурировать? То есть друг на друга, и ребята, молодежь смотрят, тоже стараются, работают. Нормально все в этом плане. Конечно, делать детали и менять их – это две разные вещи. Один из основных цехов на фабрике – мельничный парк. Здесь важна постоянная работа вот этих огромных мельниц. Они перемалывают поступающую руду. Если мельницы сломаются, встанет работа фабрики. Поэтому на предприятии приняли решение сформировать круглосуточную ремонтную бригаду. Ремонтная бригада у нас состоит из 7 человек. Это, значит, люди различных профессий. Это электрогазосварщики, слесаря-ремонтники. И один, значит, руководитель смены – это мастер по ремонту технологического оборудования. Доставляют руду на фабрику многотонные БелАЗы. Их постоянный техосмотр просто необходим. Если у самосвала что-нибудь сломается, на ремонт может потребоваться много времени. Что главное для БелАЗа, как и для любой другой машины, кроме двигателя, это колеса. И чтобы поменять вот такое заднее колесо, рабочим может понадобиться от 4 до 6 часов. И это в лучшем случае. Иной раз замена колеса занимает 11 часов. Тем не менее, водители БелАЗов отмечают хорошую работу ремонтников. Но ремонтная служба выполняется сейчас в данный момент быстрее, чем раньше. Потому что техника у нас новая. И кара, автокара, манипулятор новый. Ну и молодежь пришла, более образованная. Она уже знает, где чего, куда. Главное в работе ремонтников – наличие необходимых материалов и деталей. С этой задачей на Куранахской золотоизвлекательной фабрике справляются, притом на отлично. Последние 3-4 года идет более стабильное обеспечение как материалами, так и средствами, защитными различными. То есть оборудованием, приспособлениями, проводятся всевозможные инвестиционные программы, то есть внедрение нового оборудования. Ремонтная служба как связующее звено на фабрике. Если ее не будет, остановится вся работа. Поэтому таких специалистов нужно ценить и создавать для них все условия. Все-таки хорошие работники сейчас на вес золота. Александр Лысак, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Алданский район.